25 марта в главном корпусе КРСУ состоялось торжественное открытие экспозиции «Индия в Кыргызской республике. Выставка искусства и жизнь в Индии», приуроченная к Дням культуры Индии в Кыргызстане. Inauguration and then we will. Сначала инаугурация, а потом... 10 минут. Yeah, we have time. We have time. The traffic in the city is very unpredictable, so I prefer to be a little ahead of time. И когда вот профессора приходят ко мне в офис, я лично сам Kyrgyz Historical Academy, the State Commission of Languages, they're all professors. Думаю так, что он защитил докторскую диссертацию, и это уже человек неземной. По крайней мере, у них English есть. I need these people, and I think that I will never do such things. 7 faculty, then faculty members. Университет классический по своей структуре, и в университете учатся 9 тысяч студентов. The university is classical on its structure, and there are 9,000 students. It's a big. India is the world's second largest coal producer. Индия на втором месте по производству mining, and it's very interesting, and Europa. Самых больших это месторождениях по открытой добыче полезных ископаемых берут вот эти наши разработки. And all coal. His Excellency Mr. Vladimir Nifadev, Rector of the Kyrgyz Russian Slavic University, His Excellency Ambassador Mr. Alok Amitabh Dimri. Искусство и жизнь в Индии посвящены по случаю 75-й годовщины независимости Индии. Мы также рады объявить о начале года культурного обмена между Кыргызстаном и Индией. Сегодняшнее мероприятие пройдет следующим образом. После открытия мероприятия будет небольшая культурная программа и будут предоставлены угощения. Вы знаете, посол Индии в Киргизии принял решение, что мероприятия, посвященные Дням культуры Индии в республике, начинаются со Славянского университета. И второй момент очень важный для Индии – это 75 лет независимости Индии. Хотим сказать уважаемому послу большое спасибо. Мировая цивилизация начиналась с этой земли. Это ставит это государство в такое положение, что мировая цивилизация едет туда, чтобы познать весь этот мир и сделать для себя кое-какие выводы. Безусловно, это очень добродушный и добрый народ. Индия развивается очень большими шагами. Мы бы хотели с Индией работать с ученым миром Индии, с культурными центрами Индии, работать в плане науки. Это работать по каким-то проектам, которые интересны будут и для Кыргызстана, и для Индии. И поэтому, уважаемый господин посол, то, что вы сегодня открываете выставку, замечательная выставка. Теперь позвольте передать слово господину Алоку Амитабху Димри.
I'm surprised and I'm always happy. Также очень приятно находиться в таком вот университете Кыргызской Республики. Kyrgyz Republic. I was recently Я очень рада встретиться со студентами. Недавно я был в Аше, также и в Аше, и в Джалабаде я встречался с студентами. thank you to Russian Slavic Kyrgyz University. И также хотел бы выразить благодарность за то, что они университету, за то, что они принимают нас. Ректор КРСУ, академик Владимир Нефадев и чрезвычайный полномочный посол Индии в Кыргызстане господин Алок Демри, открывая выставку, отметили, что Индия и Кыргызстан успешно сотрудничают на протяжении многих лет в различных сферах – культурной, торгово-экономической, гуманитарной, образовательной и других. Ораторы выразили надежду, что плодотворное партнерство в будущем будет только крепнуть и развиваться. Well, myself, Alok Dimri. I am Ambassador of India to the Kyrgyz Republic. Сегодняшнее мероприятие имеет для нас огромное значение, так как этой выставкой мы открываем год обмена между Кыргызстаном и Индией, культурного года. An exhibition of Indian arts and life and living at the Russian Slavic University. Вот это я уже говорю, что это мероприятие очень значимо, но и для Индии, так как они в этом году в Кыргызстане проводят Дни культуры Индии в Кыргызстане, но еще надо отметить, что этот год 75 лет независимости Индии. Поэтому эта выставка, которую они представили, безусловно, она очень полезна не только нашим студентам, но и всему населению Кыргызстана, что посмотреть на цивилизацию самую древнюю в мире и посмотреть на эти вот картины, фотографии, это дорого стоит, что не все могут посетить Индию и смотреть эти вещи. Ну, конечно, телевидение работает, но приятно прямое общение, когда сам посол дает интервью вот этим всем вещам и этим картинам, которые находятся в нашем зале. Поэтому я думаю, и со стороны Кыргызстана, и со стороны университета мы должны сказать большое спасибо послу. Он очень активный человек, и я думаю, что его присутствие, его командировка в нашем государстве, от него можно получить чего-то большого и нужного для нашей республики. Я-то с ним говорил о том, что а как нашу республику сделать так, что мы не только на уровне приглашения студентов для обучения в нашей стране, а для того, чтобы вы это в научном плане начали работать. У нас есть такие разработки в Кыргызстане, которые для них будут очень-очень полезны. У них есть какие-то разработки, которые будут полезны. Надо выйти на более широкий уровень, расширить всю эту программу, не только связанную с подготовкой кадров для Индии, но и вообще в плане хозяйственных каких-то обменов. Два треугольника, как символ вечности, и вихревые розетки. Это позднее средневековье, тоже уже, это период XIV века, Моголистан, это, скажем так, второй приход ислама на нашу территорию. И вот эти вот кресты, это христианские кресты несторианского толка, пришли из Северной Индии. В основном. Вот к этому восточная, северо-восточная часть. На английском языке. В рамках культурной программы состоялся большой концерт с участием студентов, задействованных в творческих студиях КРСУ, после которого гости смогли насладиться индийскими блюдами и сладостями.
हिंदुस्तानी सुनो गौर से दुनिया वालों